Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства, ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Ислам в Ингушетии. Первые шаги арабо-мусульманской культуры в Ингушетии, а затем ее мощное и глубокое проникновение во все слои общества, важный и неравномерный, противоречивый, длившийся столетиями процесс. Сам процесс и причина принятия ислама на сегодняшний день изучены недостаточно по массе причин, в том числе из-за отсутствия документов, несмотря на его чрезвычайную актуальность и большую роль ислама во всех сферах жизни ингушей. Процесс исламизации небольшой территории Центрального Кавказа затянулся. Он прошел несколько этапов, в течение многих столетий. Длительный путь ислама в Ингушетии – итог стечения многих обстоятельств борьбы местного населения против попыток установить господство и навязать новую религию вместо укоренившихся здесь языческих представлений, а также и христианства. Новая монотеистическая религия со своеобразной системой этико-правовых представлений и религиозно-политических институтов, зародившаяся в Аравии, стала распространяться в ходе арабских завоеваний в 7-10 веке. Впервые с исламом предки ингушей столкнулись еще в VII-IX веках, во времена арабо-хазарских войн за контроль над Кавказом. Источники отмечают походы против Алан 723 году, наряду с военными действиями шла исламизация завоеванных территорий. Известны имена некоторых знаменитых арабских политических и религиозных деятелей – это Абдул-Малик, Абу-Муслим, способствовавшие первоначальному проникновению ислама на Восточный Кавказ. К примеру, в ингушском ауле Эрзи была найдена бронзовая фигурка орла, на шее которой имеется арабская куфическая надпись о постройке или возведении мечети. Кратковременность пребывания арабов на Северном Кавказе, частые волнения в Закавказье и общее ослабление арабского влияния привели к тому, что распространение ислама в горах несколько задержалось. Последовавшее затем усиление христианских государств в Грузии и их возросшее влияние на горцев вновь привели к ослаблению среди них ислама и усилению роли христианства и язычества. В принятии ислама в Ингушетии значительную роль сыграл и тюркский элемент. Выдающийся востоковед Бартольд отмечал, что победа тюркского элемента сопровождалась победой ислама и мусульманской культуры. Отмечается в регионе наличие кипчаков и сельджуков, которые все настойчивее и упорнее проводили идеи ислама. В XIII веке на территорию Северного Кавказа вторглись монголы, разрушившие Аланию, где наряду с язычеством уже существовало и христианство. Во времена монгольского владычества тюркский элемент на Кавказе еще более усилился, поскольку тюрки составляли значительную часть монгольского войска. При Газан-хане государства хулагидов, а также Золотая Орда приняли ислам и стремились распространять его среди покоренных народов. Особенно важную роль в этом процессе сыграл хан Бёрки, при нем исламизация охватила правящую верхушку Золотой Орды. В столице Золотой Орды насчитывалось до 13 мечетей. Известно, что золотоордынские ханы, стремясь укрепить торгово-политические связи со странами Ближнего Востока, придавали особое значение Восточному Кавказу. В этой политике религиозный фактор играл ключевую роль. Хан Бёрки и его преемники активно поддерживали мусульманские элементы по всей территории Золотой Орды, в том числе и на землях современного ингушского народа. Все равнинные территории, населенные ингушами, находились под властью монголов. До наших дней в Ингушетии сохранился памятник золотоордынского типа, Баарга-Каш начала XIV века с арабской надписью. Монголы активно боролись с проявлениями язычества, однако в горной части края традиционные верования оставались живучи еще долгое время. В конце XIV века Северный Кавказ подвергся нашествию Тимура, который поставил перед собой цель обратить народы этого региона в ислам. Свой религиозный курс он проводил и на территории Ингушетии. Однако лозунг завоевателя «всегда воевать с врагами веры и держать меч для утверждения ислама» не возымел действия на ингушей. Академик Джанашвили высказал свое мнение о распространении ислама среди ингушей при Тимуре. Первоначально, пишет он, кистинцы, Глигвы и Дзурдзуки были христианами до нашествия Тамерлана, который, покорив страну, то лестью, то угрозами совратил ее в магометанство и назначил мул. Исследователь считает, что на какое-то время завоеватель склонил предков ингушей к исламу. Как писал Бартольд, для Тимура религия была более оружием для достижения политических целей, чем причиной, определявшей его поступки. Он покровительствовал законоведам, беседовал с ними, как с равными, и относился с особым уважением к потомкам пророка.
Лавров пишет, что о покорении не может быть и речи, так как завоеватель не закрепил за собой Северный Кавказ, а ограничился разорением, после чего покинул его пределы. Еще одна попытка исламизации ингушей, предпринятая Тимуром, закончилась неудачно. Языческие верования продолжали сохраняться на территории Ингушетии в течение длительного времени. Следует отметить, что уже с 17-18 веков ислам начал проникать в Ингушетию с разных направлений, как со стороны Кабарды, так и со стороны Дагестана и Чечни. Первые сведения о наличии мусульман среди ингушей относятся к концу 17 века. В Вахуште Багратионе указывает, что жители Ангушты исповедовали ислам суннитского толка. Скорее всего, ислам проник на эту территорию из Кабарды. Однако данный факт не свидетельствует о повсеместном распространении мусульманства на всей территории Ингушетии, поскольку достоверно известно, что еще в начале 19 века плоскостные ингуши, наряду с первыми признаками исламизации, продолжали почитать своего древнего языческого кумира – Галь-Йорде. Важно учитывать, что Ангушт в тот период находился в несколько отличных социально-экономических условиях, которые, вероятно, способствовали более раннему проникновению ислама. Историк Базоркин полагал, что это произошло не без влияния вытесняемых оттуда кабардинцев. Именно от них ингуши могли столь рано принять ислам и стать мусульманами-суннитами. Наиболее интенсивное проникновение мусульманского вероучения в Ингушетию началось с XVIII века, преимущественно со стороны Чечни. В это время Российская империя активно стремилась вовлечь Кавказ в орбиту своего влияния, строились казачьи станицы, росло количество торговых поселений. Это, в свою очередь, вызвало естественное сопротивление со стороны местного населения. Проповедь ислама усилилась в период деятельности шейха Мансура Ушурмы. Если в начале своего пути он придерживался позиции отречения от мирских дел и полного служения Богу, то с усилением колониальной политики России он перешел к борьбе за независимость горских народов. Одной из задач его движения было обращение ингушей в ислам. Однако на начальном этапе лишь немногие из них приняли новую веру. Со временем, по мере дальнейшего распространения ислама, традиционные языческие верования начали трансформироваться. Началось распространение арабской письменности и мусульманского летоисчисления. У мусульман отсчет времени ведется с 622 года нашей эры. Года хиджры, то есть переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину. О тяготении ингушей к исламу говорит Паллас в 1793 году. О массовом открытом переходе плоскостных ингушей в мусульманство мы узнаем из рапорта 1809 год и величия коменданта Владикавказа генерал Тормосову, в котором говорится: «Ныне обращают весь ингушевский народ к басурманской вере с обрезанием, кой по безумию своему из принуждения принимают ныне мол и делают угождение чеченцам, и стали строить мечети около районе Сунжи». Еще одну попытку широкого распространения ислама среди ингушей предпринимает Шамиль и его наибы. Но все, что навязывалось им силой, ингуши не принимали. Сменявшие друг друга внешние факторы – арабы, монголы, Тимур, кабардинцы, Мансур, Шамиль и другие – создавали непрерывное давление мусульманской волны. Предки ингушей долго и упорно сопротивлялись этому напору. Наиболее сильным и продолжительным было сопротивление жителей горной части, где язычество особенно стойко отстаивало свои позиции. Так, еще в 1873 году Базоркин, выступая в роли очевидца, описывает празднование в честь языческого божества Мяцеели. В 1898 году храм Тхаба-Йорды продолжал почитаться как святыня. Даже в конце XIX века устраивались праздники в честь богини Тушели. Все это свидетельствует о том, что в данный период для ингушей был характерен религиозный синкретизм, при котором в их среде сосуществовали языческие, христианские и мусульманские представления. Массовое обращение ингушей в ислам началось во второй половине XIX века. Окончательное завершение процесса исламизации связано с появлением на политической арене Кунта Хаджи Кишиева и его активное распространение ислама среди ингушей. Кунта Хаджи, сын Киши, родом из села Элисхан-Юрт, проповедовал ислам в форме кадырийского тариката суфизма среди чеченцев и ингушей. Позднее в Ингушетии также получил распространение и тарикат Накшбандия. Кунта Хаджи своим словом и простым дорожным посохом смог достичь того, чего имам Шамиль не сумел добиться мечом.
Последними приняли ислам жители ингушского села Гвилети-Геладкой в 1861 году, расположенное на военно-грузинской дороге. Некоторые ингуши, особенно в горах, еще долгое время продолжали поклоняться своим языческим богам. В 1864 году Кунта Хаджи был арестован и сослан в Новгородскую губернию. Его учение было под запретом, но движение мюридов, ушедшее в подполье, все больше ширилось. В начале 80-х годов образовываются новые мюридские общины. Сегодня в республике свою деятельность осуществляют 20 религиозных объединений, имеющих статус юридического лица, из них 17 организаций являются мусульманскими, 3 христианские организации Русской Православной Церкви. Позитивное значение для сохранения стабильности и мира в Ингушетии имеет отсутствие трений на конфессиональной почве. Можно с уверенностью сказать, что сегодня межконфессиональных проблем в Ингушетии не существует. По крайней мере, зарегистрированных преступлений на религиозной почве нет. В республике мирно сосуществуют храмы разных конфессий. В Ингушетии действуют 3 религиозно-образовательных учреждения, 2 медресе и исламский институт. С 1999 года в школах республики преподается курс «Основы религии» для учеников 5-10 классов, который включает в себя историю религии, морально-нравственное воспитание, способствует противодействию наркомании, алкоголизма, курению. При управлении Духовного центра мусульман Республики Ингушетия издается газета «Светлый путь». Глава Духовного управления мусульман Республики Иса Бамадгеревич Хамхоев является членом Общественного совета при президенте Республики Ингушетии. Наши обычаи и нормы ислама не противоречат друг другу, и поэтому ислам органично вошел в среду ингушей. Таким был сложный и тернистый путь проникновения и закрепления ислама в Ингушетии.